Всем привет! Рисунки на стенах доисторических пещер доказывают, что краска – одно из древнейших изобретений человека. В древнем искусстве рисования использовались натуральные пигменты, такие как окрашенные грунты, а природные смолы и масла выступали в качестве связующих веществ. Широко известны изображения ладоней на стенах пещер, сделанные методом обратного прокрашивания. Руку прикладывали к стене и через полые кости животных или через рот выдували цветную пудру. Ну, или как-то так. Кстати, по утверждению археолога Дина Сноу, 75% найденных отпечатков принадлежит женщинам. Таким образом, женщины стали первыми художниками на Земле. Среди крупных отпечатков встречаются и совсем крошечные. Вопреки ожиданиям, это оказались отпечатки лап ящериц, а не детских ладоней. Всего существует огромное количество красок. Это акриловые, восковые, гримировальные, казеиновые, керамические, краски для волос, краски для тканей, краски для полиграфии, переплетные, силикатные, для татуировки и многие-многие другие. Первыми натуральными красителями стали природные охры, лазурит и киноварь. Охра – природный пигмент, образуется при смешивании определенного вида железной руды и глины и имеет желтый цвет. Красную охру получали путем обжига желтой. Красный цвет – цвет крови. У многих народов древности символизировал жизнь, воскрешение. Поэтому помимо росписи пещер часто использовался в погребальных ритуалах. Вообще же цвет охры варьируется от светло-желтого до глубоко коричневого. А вот синий цвет получали из лазурита. Лазурит – это непрозрачный минерал от синего до зеленовато-серого цвета. В Древнем Египте верили, что с помощью лазурита можно установить связь с богами. Для этого одежду верховных жрецов даже красили специальной смесью на основе толченого лазурита. Этот минерал имеет очень насыщенный цвет, поэтому он особенно ценился у ювелиров. Изображения жука-скоробея считались сильным оберегом, а украшения в форме глаза, сердца или змеиной головы – символами власти фараона. Третьим распространенным источником краски в древности была киноварь. Киноварь – это наиболее распространенный минерал ртути, который имеет алый окрас и на свежем сколе может напоминать пятна крови, вследствие чего иногда выглядит как куски мяса, жареного мяса. На самом деле киноварь содержит 85% ртути, поэтому употребление ее внутрь может закончиться очень плачевно. В средневековье осужденных даже приговаривали к принудительным работам в испанских шахтах, где находились залежи руды, что было равносильно смертельному приговору. Но на смену средневековой жестокости пришли более гуманные методы создания красок, и вместо ядовитых пигментов появились более безвредные, которые даже можно добавлять в пищу. Человечество накопило огромный багаж знаний и продолжает изобретать все новые и новые способы создания красящих веществ. Краски и цвета окружают нас повсюду. Они в пище, предметах быта, одежде. Я приглашаю всех отправиться в мир красок вместе с нами. Спасибо за просмотр.